Отделение гемодиализа в Печорской ЦРБ межмуниципальное. Помощь здесь получают не только печорцы, но и соседи, жители Ижмы и Усенска. Аппараты отдыхают только по воскресеньям. В остальные дни трудятся аж в 2 смены. В так называемой искусственной почке постоянно нуждаются 16 пациентов. Условиями довольны. Они здесь одни из лучших в коме. Всего хорошего. Всего доброго. В первичном сосудистом отделении трудится так называемая мультидисциплинарная бригада. Восстанавливаться после инсульта пациентам помогают невролог, логопед, психолог, физиотерапевт, специалист по лечебной физкультуре. Пациенты проводят здесь от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от тяжести заболевания. А во время тяжелого обострения сколько были? Месяц были, да? Со всеми процедурами, все? Да. И потом вас выписали домой? Да. За прошлый год в Печорской ЦРБ сохранили на 80 жизней больше, чем за тот же период 16-го. По этому показателю местные медики тоже лучшие. Впрочем, сами говорят, работать, мол, приходится в непростых условиях. В отделении гинекологии, например, крыша течет аж до 1-го этажа, а лифты, в которых перевозят пациентов после операций, в один момент могут просто встать. Лифты не ремонтировались, лифты не заменялись в течение 40 лет. Ставлю задачу в этом году, в этом отделении, чтобы все соответствующие работы были проведены. Были ремонтные работы, в том числе в лифтовых холлах. И лифты были заменены. Понятно? Отделение кардиологии никак не дождется запчастей для ультразвукового оборудования. Детская реанимация нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких и следящих мониторах. Нынешние, по словам медиков, на ладан дышат. Между тем, что такое современная медицинская техника, здесь хорошо знают. Поступивший сюда когда-то самый современный по тем временам компьютерный томограф уже в первый год работы помог выявить опухоль головного мозга у 4 пациентов, причем на ранней стадии, что позволило сохранить им всем жизни. Сергей Гаприков поручил Минздраву составить список того, что нужно в первую очередь, и в ближайшее время предоставить ему варианты решения проблемы. Впрочем, заниматься будут не только вопросами оборудования. Я услышал то, что говорит о комплексном потребности всех Да, все, что требуется сегодня по всем соответствующим отделениям. Где ремонт, где соответствующая смена оборудования, где капитальный ремонт. Сергей Гаприков также осмотрел новостройки, возведенные по программе переселения из аварийного жилья. Особых замечаний, по словам новоселов, к новым квадратным метрам у них нет. Разве что в квартирах иногда прохладно. Здесь поручение получил министр недавно созданного Министерства строительства и дорожного хозяйства. Сергей Двуреченский должен справиться за неделю. Светлана Некрасова, Инна Климова, Николай Богданов, Сергей Артеев, телеканал Юрган, Печора.